Я Комаровский Вячеслав Васильевич. 31 августа со мной расторгли договор трудовой, и я оказался без работы. Причины мне толком не объяснили, почему так произошло. Соответственно, на 1 сентября я оказался просто в шоке от этого всей ситуации и некоторое время отходил от нее. Обратился за помощью в общественную организацию «Крым Берлиги», которая во главе с Сервером Аметовичем. Он мне оказал большую помощь и оказывает по сей день большую помощь в моем вопросе о восстановлении должности директора и причины, почему так произошло. 7 сентября мы поехали с Сергеем Аметовичем в центральный офис Крым Берлиги, и там мне оказали юридическую помощь, составили обращение в вышестоящие органы по вопросу моего увольнения. Мне, в принципе, после всех этих обращений, когда начали поступать ответы, пришло письмо о том, что меня пытались администрация Жирковского района пыталась привлечь к административной ответственности по факту злоупотребления служебным положением. Было подано исковое заявление со стороны администрации в мировой суд, однако по итогам судебных заседаний данный суд признал, что моих противоправных мер никаких не было. Суд был выигран, я был оправдан. Сервер Аметович помогает в этом. В дальнейшем было подано обращение в Генеральную прокуратуру Республики Крым, был получен ответ из нее 13 ноября этого года. И после всех обращений я обратился уже с иском в суд о восстановлении меня в должности. 13 декабря 2018 года прошло досудебное разбирательство. Теперь назначено на 15 января уже судебное заседание. Никаких на сегодня других мер с моей стороны пока не предпринимается, жду суда. Однако могу сказать следующее, что все те действия, которые осуществлялись должностными лицами начальника управления образования, администрации района, ничего не подтверждается, и, соответственно, мы с Крым Берлиги будем ожидать судебного заседания. И я думаю, что этот суд я тоже выиграю. Что бы хотелось еще дополнить Вячеслава Васильевича, да, действительно все так и было, как он и говорит, как бы не стали оставлять человека один на один с его проблемой, с его бедой, потому что оставить человека сейчас без работы, это, сами понимаете, остаться без работы, как это тяжко и тяжело. Мы со своей стороны оказывали и оказываем непосильный вклад, помогаем. Что было после этого всего? 15 октября мне позвонила Пономаренко Алла Олеговна, попросила зайти к ней. Ну, я согласился. Мог бы со своей стороны сказать, приходите к нам в организацию, если хотите пообщаться, встретиться. Ну, я пошел к ней навстречу. Потому что я вырос в мусульманской семье, мы уважаем женщин, стариков, женщин, пенсионеров. Я сходил к ней. Первое, то, что было, это просьба ее такая была, оставить Комаровского Вячеслава Васильевича, не помогать ему никак. Чтобы я ничего не предпринимал, ничего, чтобы мы не делали со своей организацией. Она услышала отрицательный ответ, то, что мы будем продолжать помогать. Потом посыпались угрозы в мой адрес, как бы в адрес сына моего. То, что сын служит мой в Перевальном, в декабре месяце будет полгода, она приложит все усилия и моего сына отправит служить в Сирии. Ну, отправит, но я это не воспринял как угрозу. Я это воспринял как слабость просто-напросто. И все, всего лишь навсего. Пугать меня там и запугивать, ни у кого еще не получалось и не получится. А то, что пугать меня моим ребенком, ну,
это подавно не получится, никогда. Не получалось и не получится. Мой племянник, например, Желябов, он служит в Сирии, да, он уже герой почти, он с орденами, с медалями, у него ордена есть, медали, газ у него 50%, свет, квартиру он получит 100%, так что ничего тут страшного нет. А то, что вот так получилось, ну так получилось. Мы это не будем оставлять Вячеслава Васильевича один на один с его проблемами, будем дальше помогать. А перед тем, как все это начать, я в свою очередь пошел, поговорил с начальником управления, с Головко Русланом Петровичем. Он мне только сказал, а при чем тут я, это Федоренко Инна Сергеевна. Она решила его уволить. Я ему задал вопрос, ну спросит же с вас, он только лишь пожал плечами и все. Претензий как бы к нему нет, понятно, что он начальник, ему сказали, он сделал. А сделали почему? Потому что он молодой, перспективный парень. Он стоит в резерве на главу администрации, на главу районного совета. Он стоит в резерве. Он участвовал в конкурсе на главу администрации. Дошел до финала, вышел с Федоренко в финал. Ну, так получилось, что выбрали Федоренко, проголосовали. Ну, бог им судья. И после этого всего пошли козни в его адрес. Что еще скажете? Мне обвинили то, что я, факт того, почему со мной расторгли, то есть один из вариантов был то, что я не подготовил школу к новому учебному году. Но по сути на то, чтобы подготовить школу к новому учебному году, нужны были средства. Средства из районного бюджета ни копейки не выделялось. А когда пришел ответ от администрации на мое обращение о том, что было, то есть почему, что происходило, в нем было прописано в этом ответе, что администрация выделила средства на различные мероприятия, в том числе и на ремонты школ. Но на ремонт школы выделено было, согласно их ответа, в октябре месяце 27 тысяч. Но причем здесь октябрь месяц и подготовка школы, когда я уже в октябре месяце не являлся директором Масловской школы. Поэтому получается, что на 1 сентября я ни материальных, ни каких-либо там физических сил для того, чтобы подготовить школу, я не имел. И со своего собственного семейного бюджета часть средств я выделил на то, чтобы маломальски как-то школа была готова. В итоге оказался без работы. И по сей день я нигде не трудоустроен. Вот создаются общественные советы какие-то, с молодежью там собирают, кадровый резерв, там, все время говорят кадровый голод, кадровый. Вот он, кадровый голод. Откуда вот он берется? Просто убираются с пробега, как говорится, люди, которые составляют какую-то конкуренцию. Но продолжают сидеть пенсионеры. Пенсионеры рулят, пенсионеры там что-то пытаются там диктовать, пенсионеры работают. Понимаете? Вот откуда искусственно берется кадровый голод. Молодой перспективный парень взяли, порезали, выкинули на улицу, выбросили, можно сказать. А потом мы говорим, у нас кадровый голод. Всем спасибо большое, с наступающим. Салам алейкум.